Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии 3 и 4 марта в Центре спортподготовки «Триумф» в 5-й раз проводит республиканский турнир «Гран-при» по борьбе хапсагай среди подведомственных учреждений, курируемых организаций и силовых структур республики. О предстоящем турнире мы поговорим сегодня. Гость в студии Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите, пожалуйста, да, что означает категория Гран-при, ну и вообще хотелось бы узнать немножко историю турнира, с чего все началось. Да, мы в свое время, это 5 лет назад, думали о повышении оперативности наших подразделений. И одна из идей — выбрать вид спорта. Да, конечно, были разные предложения. Это и волейбол, футбол, баскетбол. Есть у наших пожарных пожарно-прикладной спорт, где участвуют и пожарные, и спасатели, добровольцы. Но все вместе, единогласно, мы остановились на борьбе хапсагай. Гран-при это, ну, как бы он дает статус этому турниру именно Министерства среди подведомственных учреждений. Также в этом турнире мы проводим и открытый ковер, где любые граждане, может быть, и студенты, те, которые могут к нам прийти и принять участие в наших состязаниях. Ну вот в этом году вы сменили название. Вот с чем это связано? Ну, в прошлом году, в 2023 году, в связи с изменением структуры правительства, указом главы республики наш Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения был преобразован в Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. И мы сегодня данный турнир мы проводим уже турнир министерства. Ну вот теперь подробнее, да, о самом турнире. Вот какие условия и требования существуют для участия? И, может быть, есть какие-то знаменитые представители среди спорта в силовых структурах, которые примут участие? Да, мы, вот как я говорил, мы 5 лет назад начали проводить турнир. Первый турнир мы провели как состязание среди подведомственных учреждений. Это и служба спасения республики, ну и государственная противопожарная служба. В последующем мы провели уже открытый турнир. И учитывая то, что было много участников, мы приняли решение провести открытый турнир, сделать 2 ковра, где на одном ковре это сотрудники наших подведомственных учреждений, и на втором ковре это и студенты, и все желающие. Ну и потом, в последующем, благодаря поддержке Федерации хапсагай, мы провели уже в категории А. Это в таком статусе, категория А проводится для всех участников, и победители этого турнира получают дополнительные баллы и могут уже выполнить норматив мастера спорта по борьбе хапсагай. Ну и отдельные положения, отдельные требования. У нас, конечно, есть свое положение по проведению данного турнира. Также мы проводим на 2 коврах. На первом ковре это для сотрудников, обеспечивающих безопасность. Это и наши спасатели, пожарные,
К нам присоединились сотрудники МЧС, авиалесоохраны, МВД, Росгвардии, налоговой службы. Ну а также на втором ковре все равно есть спортсмены, те, которые хотят и любят этот вид спорта и участвуют в наших соревнованиях. И для них мы сделали отдельный ковер. Ну, за 5 лет турнир стал очень масштабным и максимально зрелищным. Вот сколько человек подтвердили участие уже в этом году? Да, ну, в первом-то турнире, это, конечно, это только наши подведомственные учреждения. Это не было такое, как бы, масштабное, ведомственное такое, да, можно сказать. Но сегодня уже он перерастает, и спортсменов становится больше. Буквально в прошлом году было где-то порядка 420 участников. Ну и в этом году, я думаю, что будет немало спортсменов. Один момент тоже есть такой, о том, что когда мы проводили вроде бы второй-то турнир, и оказывается очень много спортсменов, кандидатов в мастеров спорта именно в нашей системе, это среди пожарных и спасателей. Ну, трудятся постоянно там, конечно, да, и Да. участвуют в этом турнире. Поэтому здесь уже растет профессионализм самих участников, соперников. Ну вот мы и выбрали этот вид спорта. Почему? Потому что для наших бойцов, для наших спасателей важны вот такие качества, как и ловкость, как и внимательность, оперативно принимать правильные это решения. И эти качества очень хорошо помогают при повседневной работе наших подведомственных учреждений. Ну, турнир проходит в 2 дня. Давайте немножко поговорим о системе турнира. Вы рассказали, что будет 2 ковра. Один для вот именно сотрудников, а второй для всех желающих. Вот как дальше будет проходить система плей-офф, олимпийская система? Вот что будет дальше? Ну, у нас в соответствии с в соответствии с положением проведения этого турнира определены весовые категории. Так, кроме этого, в этих победители ковров еще в конце, да, будут состязаться на абсолютного победителя турнира. Также, кроме этого, у нас есть категории для молодежи и ветеранов этого вида спорта. Это молодежь до 40 лет, ну и 40 и более, это для ветеранов. Ну, теперь подробнее, где можно увидеть турнир? То есть нужно идти обязательно в сам «Триумф» или, может быть, будут вести трансляцию средства массовой информации? Есть с кем-то договоренность? Ну, да, конечно, пользуясь случаем, я всех приглашаю 3-4 марта в центр «Триумф». Начало у нас будет в 9 часов. Думаю, что зрителей будет много и вход свободный. Ну и кроме этого будет данное это соревнование тоже транслироваться и на ваших каналах, на каналах НВК «Саха», ну и на YouTube-канале. Об этом состязаниях также будут информация на наших официальных сайтах, сайтах нашего министерства, сайтах Государственной противопожарной службы и службы спасения. Вот что касается возраста участников, да, с какого возраста можно заявиться, ну и какой может быть верхний порог для ветеранов? Ну, вот, но, как я сказал, конечно, мы всегда чувствуем себя молодыми, да, но одно из таких требований тоже есть о том, что на первом ковре для сотрудников, так скажем, оперативных служб, это справка с места работы, обязательно справка о страховании от несчастных случаев. Ну и
такие же обязательные требования и для второго ковра. Обязательно надо все-таки страховка. Да, страхование жизни. Конечно, вот в былые это года, прошедшие, ну, практически у нас не было вот таких как бы несчастных случаев, но мы должны все равно следовать этим требованиям. А вообще вот внутри структуры, да, оперативных ведомств, вы уже сказали, что проводятся турниры профессиональные, по Хапсагаю спортивные, а еще какие турниры в принципе проводятся внутри Ну, оперативных структур? вообще, если взять наш план, план наших подведомственных учреждений, мы на постоянной основе повышаем и физподготовку на выносливость, как я уже говорил. У нас есть отдельно для наших подразделений, например, Государственной противопожарной службы по соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Он проводится сначала в округах, в подразделениях, ну и потом уже по итогам этих соревнований уже проводится общее. Наши спасатели также проводят и в рамках подготовки, ну вот, например, к сезонным нашим мероприятиям по безопасному пропуску парковых вод, поисково-спасательные, аварийно-спасательные работы. Это один из моментов, это и спуски с вертолета, выходы по разным маршрутам, на выносливость, на ориентирование местности, ну и ряд других видов, те, которые нам помогают в службе. Ну что ж, наше время подходит к концу. Дмитрий Николаевич, что вы пожелаете участникам турнира? Ну, во-первых, я бы хотел бы поблагодарить своих коллег с органов и исполнительной власти. Отдельно слова благодарности я передаю команде Министерства спорта, Федерации борьбы Хапсагай, ну и нашей команде это министерство за в подготовке такого яркого нашего турнира. Ну, а всем пусть победит сильнейший. Что ж, Дмитрий Николаевич, действительно пожелаем всем участникам удачи, чтобы победили сильнейшие, ну а вам успешного проведения турнира, ну и определить самого сильнейшего чемпиона. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.